Сегодня мы поговорим о том, как легко стать жертвой обмана и потерять самое ценное – свой дом. Наш собеседник столкнулся с жестоким мошенничеством, которое лишило его квартиры. Как такое могло произойти? Какую ошибку он совершил? И что нужно нам всем знать, чтобы защитить себя и свое имущество? Я представляю гостя студии. Это Владимир Шабахоев. Здравствуйте. Владимир, добрый день. Здравствуйте. Вы коренной житель Якутска. Совершенно верно. Здесь родились, учились и работаете. Расскажите, Да. пожалуйста, о себе. Я родился в городе Якутске, проживал в районе Залога, это кинотеатр «Лена». Учился в 3-й школе до 8 класса. Потом поступил в ГПТУ, получил профессию столяр. Женился, 21 год. Потом, как говорится, не сошлись характерами, развелись. Сейчас сын уже взрослый. Начал, как говорится, не справляться со взрослой жизнью. Раньше в молодости я спортом занимался. Футбол, легкая атлетика, бокс, туда-сюда. А потом уже пристрастился к алкоголю. Как говорится, не стал справляться с взрослой жизнью. Потерял дом. Это года 3 назад произошло в Залоге, частный дом. И вот расскажите о вашей уже бывшей квартире, как она вам досталась, как приобрели. Я там с детства жил с родителями, с мамой, с папой, с сестрой. Потом, когда, как говорится, уже повзрослел, отец умер, потом мама умерла. То есть квартира вам досталась от родителей? От родителей квартира. Я там прописан был, документы потерял, потом начал их восстанавливать и, как говорится, столкнулся, как говорят, с препятствием. Меня начали посылать по кругу: вам туда, вы не к нам, вы туда, вы туда. Мы вам позвоним и так далее. А препятствие в виде чего? Это когда вы восстанавливали документы? Да, восстанавливал документы. А сколько комнат было? Большая квартира? Да, там 3-комнатная, кухня, зал, кухня, прихожая, зал и спальня. То есть вы стали восстанавливать документы после того, как потеряли родителей, верно? Да. И как и когда вы столкнулись с мошенничеством? И до конца восстановили ли документы? Я не смог восстановить документы, это, как говорится, не смог выдержать, как говорится, этого, как говорят, бюрократического Круга, да. И постоянно отлаживал все это. Потом, как говорится, мнимый страх, боялся туда пойти, откажут или что-то там. Все, конечно, зависит от меня. Я никого не виню. Кто и что совершил вот такое мошенничество? Это в Залоге, в доме по Строда 42 было 2 квартиры. И там соседи, они как-то оформили на себя собственность и продали вот так. Я когда уже года 3 назад я начал там строиться, там домик старенький, 1908 года постройки, он уже, соседи отсыпались, а домик, он ушел, как говорится, под землю.
Ну, Это я ко- начал строить это самое, но новый дом, Рядом. Мгм. да, времянку. И уже появились новые хозяева. Вот у нас документы. Я от- как их, на них в суд подал, через суд. У них там все законно, оказывается. Чё? А скольки квартирный дом был? Одноэтажная деревяшка? Двухквартирный, да. Ну, Мгм. стеной разделенный, тут соседи, тут мы. В одном дворе, Да, значит, две да, семьи да. жили. Мгм. Вот такие вот дела. И вот, получается, ваши соседи оформили эту квартиру, половину. Половину, наверное, себе. они оформили Мгм. на себя, а Мгм. моя половина, как бы она... Я в департамент обращался, вызвали комиссию и признали дом аварийным. Вот такие вот дела. Там дом без окон, без дверей. Мгм. А соседи взяли и оформили на себя, ну, как бы полностью там. А Ну, как так получилось? Почему они так сделали? потому что... Они думали, что никого уже Не, нету, потому что я там не проживал. Мгм. И не знали, где вы находитесь. Да, не знали, где я нахожусь, но, скорее всего, так. А что сказали в департаменте? В департаменте сказали, Что если квартира бесхозяйная, она может достаться любому, значит, получается? да нет, ну, конечно, они так не сказали. Мгм. Сказали, как-то оформляйте документы, типа, по-моему, они сказали, что мой дом к ним не относится. Где, где мама получала дом, я таки и не нашел. Но ей, по-моему, достался от брата. От родного брата. Да, от родного брата, да. А когда вы начали там строить времянку? Ну вот это в каком году? В 2020 году, да, в 2020 году я там начал на высоком, где раньше огород был, на высоком месте там один строил, материал купил, привез, начал строить, Значит, думал, соседи да. знали, что вы есть. Нет, соседи, как говорится, уже, Они не жили там. они там уже не жили, там ну, сосед сказал, другой сосед кому-то позвонил этим новым хозяевам, они приехали и, как говорится, меня выгнали оттуда, и все. Ну, через суд там все, как говорится, оформлено. Я остался без ничего. А когда вот вы ходили в департамент по жилищным отношениям, ДЖО, получается, Да. вас не ставили в очередь Нет. по аварийности дома? Нет, мне сказали... они сказали, типа, мой дом не подходит по программе какой-то. По переселению, Да, наверное. по переселению, да. Но я так понял, что это только многоквартирные дома, там, вот эти двухэтажки, там, как на 17-м квартале, вот такие подходят, а как мой, как частный дом, не подходит. А что предлагали? А земля? А земля на чье Не- имя была не- оформлена? Я там, оказывается, только прописан был. Начал, Не в собственности да, земля. не в собственности. Собственность я не смог никак там оформить. Юридически я не подкован. Но вы сказали, что обращались в суд. Да. Кто вам помогал? Как вы вышли на юристов? Кто посоветовал? По правам человека Гурьева Сардана Михайловна. Вот ее помощники помогли мне, ну, как через суд все это направить в суд дело. Вот в суде таки сказали, что там все законно.
но он не знал, что там случилось с родственниками, да? Город может дать согласие другим людям оформить на себя землю и Без квартиру. моего ведома, да? Да. Как М. такое? Получается так. Ну, я как по себе понимаю, что везде люди как-то или по блату, по знакомству, все равно это самое, как-то не по закону, все равно как-то это все делается. А сейчас как вы хотите восстановить свои права, может, на хоть какое-то жилье? Сейчас Комнату, я может. в данный момент пока этим не занимаюсь, я сейчас занимаюсь, ну, медкомиссию прохожу на инвалидность. Я уже говорил, что меня уволили уже 2 раза со столярного цеха По причине чего? по причине приступов. Начальник говорит, захожу в цех, циркулярный станок работает, а ты в опилках валяешься. Думал сперва не в трезвом состоянии, потом пригляделся, у тебя, оказывается, приступ. Говорит, извини, Володя, говорит, я за тебя отвечать не имею права. И вот как Это что за приступ эпилепсии? приступ эпилепсии, да. И в Теряхе, да, мне как, ну, я не хотел, я вообще не люблю по этим больницам, я так-то себя отлично, как говорится, чувствую, кроме этих приступов эпилепсии, да. Не хотел, а мне сказали, что надо делать вам инвалидность в Теряхе. Ну вот, помогают. А когда вам этот диагноз поставили? Раньше Деви- болели ну, я 98-го года, приступы? да. Ну, раньше не так сильно были. А сейчас вот когда перерабатываю, ну, я как себя считаю трудоголик, там работа интересная, если да, в столярном цеху что-нибудь делаешь, там время летит, там уже вечер уже, это самое надо, еще и деньги за это платят, за красивые вещи, да. О своем здоровье не беспокоишься, тут раз, бух, приступ. И постоянно меня с работы увольняют. А таблетки, ну, вот иногда память вообще плохая, иногда забываю, там на суете там принять таблетки, и получается так приступ. То есть тогда у вас средств на существование практически нет, получается, вы не работаете, пенсию не получаете по возрасту. Ну, я так иногда подрабатываю, там по объявлениям, ну, у меня инструменты есть, по объявлениям двери устанавливаю межкомнатные или мебель собираю. Нормально, на чай курить хватает. А Но сколько лет вы живете в Терехе? в Терехе, ну, я там не постоянно. Первый раз я туда обратился в 2011 году, когда вышел из тюрьмы. Ну, с тех пор, как говорится, мне там помогают, ну, принимают там. Я один не могу жить, ну, там, снимать квартиру, да. Я, ну, так иногда страшно, да, из-за приступов. Или еще есть одна болезнь, это как алкоголизм, я не знаю, откуда он взялся. Сейчас употребляете? Сейчас в данный момент нет. Ну, переживаю, как говорится, за свое здоровье. А стаж какой алкоголизма? Ну, лет 20, наверное. По причине этого и, наверное, попали в места неотдаленными, получается. Ну, конечно. Да, конечно, из-за этого. А что вы совершили? Из-за чего туда Кражу. попали? Кражу цифрового телефона. Вот. Что-то я хотел сказать. У меня вот характер, да, такой.
резко континентальный. Меняется быстро. Да. Где-то я очень добрый, спокойный, улыбчивый, разговорчивый. Где-то я злой, грубый, строгий. Не знаю, может быть, это из-за крови моей. У меня отец, папа бурят, мама ивенка. Не знаю. Или, может быть, или из-за воспитания. А кто у вас сейчас есть рядом из родных? Из родных есть тетя, мамина сестра. Поддерживаете связь? Да, двоюродные братья. Но они не здесь живут, в Покровске. Сестра двоюродная. Она живет в Калифорнии, в Америке. Давно улетела. У вас тогда только один ребенок от первого брака, Да. вы сказали. Поддерживаете ли вы Нет. сейчас связь с сыном? В каком году вы потеряли связь с первой семьей? В 94-м. Значит, он сейчас взрослый, Да, он сейчас уже взрослый, да. семейный. Я даже не знаю. Связь вообще потерял. Молодой был, дурак был. Хотелось, как говорится, свободы, погулять. К взрослой жизни вообще был, как говорится, не приспособлен. Ничего не умел. Это сейчас, конечно, мне 54 года, у меня профессия столяр, сварщик, обувщик. Кроме этого, я много еще чего умею. То есть вы можете сейчас сказать, что, значит, это ваша слабость? Да, это, скорее всего, конечно, это моя слабость. Ну, я чувствую себя нормально, думаю, как-то излечусь от этой болезни, приду в норму. Судьба, как говорится, все равно куда-то меня заведет. А что юристы говорят? Есть ли шанс у вас как-то восстановить свои права, вернуть? Ну, первый раз они мне сказали, что у новых хозяев все законно. Я не имею права, я там просто прописан. Пожил там, как говорится, всю жизнь. Оказывается, я просто там прописан. Детство там прошло. А вы контактировали вот с новыми собственниками? Нет, почти что нет. Все было, как говорится, на грубой форме. Они уже строятся? Что они? Сейчас я не знаю. По-моему, так просто так стоит. Как вы думаете, если бы вы восстановили вовремя документы и не потеряли бы квартиру, да, как ваша судьба бы сложилась? Да. Ну, я бы, конечно, бы это самое восстановил бы. Сейчас я уже взрослый, как говорится, силы есть, навыки есть в строительстве. Только юридической нету стороны. А так я бы, конечно, бы все бы восстановил, там огород, кошка, собака, столярный цех, все было бы. Ну, семья, конечно. Как говорится, мечта. Мечты сбываются. Что бы вы посоветовали вот людям, которые попали или, возможно, попадут вот в такую же ситуацию, как ваша? Ну, во-первых, не унывать, как говорится, думать о своей жизни, о своем здоровье, о будущем. Да. И касательно имущества? О своем будущем, да. Касательно не относиться к жизни, как говорится, как я в молодости, с прохладой, там,
все за меня решат там. Только все это надо только мне или только тебе самому. Только для тебя, только ты в силах изменить свою жизнь. Ну, только так получается у нас. И, наверное, быть юридически подкованными. Да, сейчас у нас очень много информации, интернет. Просматривайте не только фильмы там, не только игры. Информации очень много приложений, там YouTube, там Instagram, там Одноклассники, ВКонтакте, все это есть. Владимир, а почему вы вот не проживали с родителями? Возможно, если бы вы были рядом, этой ситуации бы не было. Почему? Когда родители умерли, я там вместе с ними жил. Отец, можно сказать, его парализовало. Потом у него случился, кризис, и он в приступе таком очень жестком умер. Мама, как говорится, как отец умер, сразу поникла головой, интерес к жизни потеряла, пристрастилась тоже, как говорится, к алкоголю. Ну, вот так. А вы рядом, значит, жили и не думали вот... Да, не думали и не можно да. так сказать. Я думал только о себе. Как вспомнишь, Есть квартира, есть где жить, Да. об остальном вы не думали. Ну, конечно, об остальном я и не думал. А сейчас, получается, вы один, проживаете в Теряхе. Хотели ли бы вы восстановить связь с первой семьей, которую вы потеряли, связь с сыном? Возможно, он женат, есть своя семья, дети, у вас внуки, возможно, есть. Ну, в глубине души, конечно, я бы все это хотел бы восстановить, да. Ну, это как тут да, тут нет. Может быть, из-за характера жены. Мы очень разные люди, просто она была очень красивая, а я молодой, влюбчивый. Сына, конечно, я бы хотел бы это самое увидеть, познакомиться, узнать, чем он живет, чему-то, может быть, научить, то, что я умею. А сколько ему было лет, когда вы развелись? 3 года. 3 года. Значит, он вас в лицо не знает, не помнит, Нет. наверное. Если вдруг, где-нибудь, да, на площади Нет, увидите. только если там его громко скажут его имя, фамилию там, или так, может быть, как-то шестое чувство, да, я посмотрю на него, и что-то у меня кольнет, что это мой сын, но он же все равно, вот 2 фотографии было, ему 2 года и мне 2 года, моя черно-белая и вот цветная. 2 копии. Да, 2 копии. Его точно так же посадили на пеленки и меня когда-то и сфотографировали, как 2 брата. А, Владимир, у вас сейчас есть возможность обратиться к сыну. Что вы ему хотите сказать? Александр, будь мужиком, всегда учись чему-то. В жизни всегда всему все пригодится. Я в душе люблю тебя. Я, как говорится, постоянно думаю о своих, как говорится, прожитых с вами годах. Помню, вспоминаю, на душе очень плохо становится. Но если ты видишь эту передачу, то я хочу попросить тебя прощения. Извини меня.
Спасибо. Спасибо вам, что вы приняли приглашение и рассказали откровенно о своей жизни, о том, как вы столкнулись с жизненной такой трудной ситуацией, как потеря собственности. И желаем вам всего хорошего. Спасибо. Вам тоже удачи. Спасибо. Нашим зрителям, слушателям я хочу сказать, будьте бдительны и осторожны при любых финансовых операциях. Проверяйте документы, привлекайте юристов. Ваша внимательность – лучшая защита вашего имущества. Берегите себя. До скорой встречи в эфире.